ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Чем пахнет на Подгорном? Этим вопросом задаются жители поселка. Как рассказывает одна из них, 17 июня около полудня вонь стояла такая, что дышать было нечем, и для особо чувствительных граждан пришлось вызывать скорую. Эта служба приехала на вызов для 8 детей, занимающихся в кружке, и их руководителя. У всех симптомы были одинаковые – головная боль, слабость и тошнота. После осмотра малышей по домам отпустили, а вот одному из работников пришлось час отлеживаться. Но от госпитализации женщина все же отказалась. Кроме того, мы перезвонили в администрацию, тут нас приехали МЧС, с Лукойла замеры сделали. Сказали, что по их замерам все нормально. Заведующая клубом пояснила, такое зловоние – это не редкость, только мы уже привыкли. Но в этот раз совсем беда. Ее слова поддерживают еще две жительницы Подгорного. Одни выдвигают версию о соседях их прорвавшейся канализации, другие о тухлых яйцах, а кто-то сетует на предприятие, активно выбрасывающее отходы переработки в небо. На поселке пахло сегодня с утра сильно, запах был, газом пахло. Оказывается, там на НПЗ был ремонт. И они сейчас все запустили, где наливная цикада. Они запустили это все. И поэтому выброс газа был. И мы же в низине живем, и поэтому запах такой сильный пошел. Вот сейчас уже нету, да? А утром это вообще невозможно было дышать. Я форточки открыла, дышать, думаю, что такое? Милиция, много машин было, я просто не обратила внимания. Много было каких-то представительных мужчин было, и машин было много. И скорая стояла. И большие машины были, и легковые были машины. Кто должен заняться проблемой загрязнения в поселке, пока остается загадкой. Но, как говорят местные жители, теперь будут жаловаться во все инстанции, начиная от экологов и заканчивая ГО и ЧС. Компания ГСП постарается разобраться, в чем причина выбросов в атмосферу.